Добрый день, Чингис Михайлович. Это очень хорошо, что вы в Казахстан приехали. Столько вещей мы узнали вообще о вас, о вашей методике и вообще полностью системе оздоровления. И, соответственно, я бы хотел спросить у вас, для зрителей это, конечно, где вы работали, какой стаж у вас работы? Можно коротко? Добрый день, Асхат. Я очень рад познакомиться с тобой. Лично, да, потому что я смотрел очень много роликов и мечтал познакомиться с тобой. Как бы мечты все сбываются, это очень радует. У меня стаж работы 28 лет, я работал, много где работал, и последнее, как бы, место работы у меня было до диагностики, это я был заместителем начальника поликлиники МВД Республики Бурятия, потом я ушел в диагностику. В детской больнице я работал в Улан-Удэ на компьютерном и магнитно-резонансном томографах. Потом я уехал в аспирантуру в 2003 году и начал работать не имени Склифосовского, да, первое место работы было в Москве. И потом уже оттуда я перешел в Боткинскую больницу, там я работал в центральной поликлинике таможенной службы, поддежуривал там в 31-й больнице, там, работал в поликлинике Минэкономразвития. Последнее место работы это было детский центр медпомощи детям с пороками развития черепно-лицевой области, врожденными заболеваниями нервной системы, детская онкология, детская ортопедия, травматология, детская генетика. Это был очень хороший центр, самый лучший центр на постсоветском пространстве. И я там работал, мне там очень нравилось. Как бы в 2010 году у меня родилась дочка с очень редким таким диагнозом, да, генетическим синдромом Прадера-Вилли. И приснилась эпилепсия. И мне пришлось создать собственную методику, которая бы помогла бы моей дочери, да, стать здоровой. Я ее когда создавал, то применял на своем ребенке, и сейчас до 3 лет там у него была эпилепсия, да, там через каждые 1,5 часа были там приступы. Из года, там, в течение 8 месяцев, там, жена с дочкой лежали в больнице в Москве. А после 3 лет, когда мы начали все делать, сейчас ей 8 лет, ни одного приступа нет, потому что мы это сделали, и эта методика работает, она на практике работает. Я называю себя не теоретиком, да, а практиком, потому что у меня есть собственный проект, называется «Жизнь». Мы собираем людей со всего мира, которых официально медицина признала неизлечимыми, да, и мы за 10 дней уже даем очень хорошие результаты, и люди уезжают уже более здоровыми, а когда в течение года они все это делают, то на следующий год, когда мы встречаемся, передо мной сидят практически здоровые люди. Да. Таким образом, я работаю. Отлично. Вообще вы практик, не теоретик, воздух не гоняете конкретно. Действительно, люди, которые приходят, получают результаты. И есть такая болезнь, артрит, артроз, полиартрит, суставные, когда прям соли накапливаются, и ноги, пальцы рук, пальцы ног начинают искривляться, даже крупные суставы начинают. Это подагра. Расскажите вообще, что это за болезнь, и вообще, как можно от нее излечиться, избавиться? И возможно ли, что оно выровняется, и эти шишки соли уйдут вообще? Это очень легко, подвергается коррекции, очень легко. Потому что этот опорно-двигательный аппарат, скелет, да, он подвергается большой нагрузке. И эти клетки костные, они очень быстро обновляются. И жизненный цикл костных клеток составляет 28 дней. Через 28 дней, на 29-й день, да, у вас не будет ни одной старой этой костной клетки. Именно поэтому в советское время об этом знали, да, и давали трудящимся путевки бесплатные, да, в санатории. На протяжении 28 лет с ними работали, да, их кормили, это было разные, так называемые столы, да, у людей, они кушали, с ними работали профессионалы, это лечебная ЛФК была, да, физкультура. И на 29-й день все клетки обновлялись, и люди уезжали здоровыми домой. Это можно сделать, за 28 дней. Просто нужно дать людям
достаточное количество воды, потому что вот между суставами, да, должна находиться синовиальная жидкость. И она, Суставная да, жидкость. и она вот как бы служит смазкой, да, когда смазки нету, и суставные поверхности начинают там друг от друга там тереться, да, и вот возникают эти вот боли, и вот эти артриты, артрозы, да. Для того, чтобы пить воду, для того, чтобы образовалась синовиальная жидкость. Синовиальная жидкость будет образовывать этот гиалиновый хрящ. И вот он будет, как бы, суставы будут безболезненно двигаться относительно друг друга. Мы же еще вот пьем воду, обогащенную спреем концентратов. И вот этот процесс оздоровления, да, он запускается в разы больше, быстрее. Потом 2 бальзама, да, которые являются строительным материалом для клеток. И это тоже все вот как бы быстро-быстро начинает человек оздоравливаться. В советское время у нас не было даже таких операций, да, по замене суставов, Да, потому что люди должны были быть здоровыми, государству нужны были здоровые люди. Конечно. В наше время, да, вот это дикого капитализма, практически все сейчас начинают эти суставы менять себе. Да. Потому что это очень выгодно, да, вот для Там это медицины. титановые суставы, Да. вот эти кости меняют. Но на самом деле, да, если вот принять решение стать здоровым, начать пить достаточное количество воды, обогащенной спреем концентратом, да, это порядка 5 литров в день, 2 бальзама, ну там можно их пить как бы не один раз там утром натощак, да, можно 3, 5, 7 раз это в день, ну, в зависимости от тяжести заболевания. Потом нужно что это, понимать, да? Мы должны делать физическую нагрузку через боль, приседания, отжимания. И самое главное, да, вот, когда маленькие дети начинают, перед тем, как начинают ходить, они ползают. Почему они ползают? Природа создала такой механизм защиты вот этого опорно-двигательного аппарата, да, вот, младенцев. Когда младенец ползает, раздражается вот эта головка большебрюшковой кости. Вот Да. И идет мощный сигнал в мозг, что я вот скоро буду ходить, да, и мне нужны крепкие кости. И мозг начинает закачивать из крови, да, вот это кальций, натрий, все вот микроэлементы, да, вот минералы в кости. И таким образом кости становятся прочными такими, вот это у младенца. И люди, которые хотят там получить максимальный результат по артритам, артрозам, должны пить воду, обогащенную спреем, концентратом палосприн, бальзамы, да, вот, как бы в подъязычную зону, там, минимальное количество в подъязычную зону, не пить их, да, чтобы они всасывались сублингвально. Можно не один, да, раз это утром натощак, а 2, 3, там, до 7 раз в день. И обязательно физическая нагрузка, и обязательно нужно ползать на коленках, да, чтобы мозг давал команду, и чтобы из крови закачивать все минералы в костные балки, там, остеобласт. И таким образом через 28 дней, да, у вас не будет ни одной старой больной остеопорозной костной клетки. Прям соли, вот эти шишки, искривления. Да, уйдут, да, конечно, соли? да, потому что человеческий организм — это уникальная такая вот, машина, да, самовосстанавливающаяся. Просто нужно помочь все это сделать. Если бы не было бы процесса такой регенерации, да, вот, самовосстановления, было бы очень сложно получать результаты, да, и мы бы все умерли бы там давно. Но организм начинает бороться и перестраиваться. Нужно просто создать предпосылки. Спасибо большое. Вот смотрите, единственное обращение, вот слышали, не нужно делать операции по замене суставов, это очень-очень важно. Почему? Потому что можно восстановить собственные кости и суставы и действительно избавиться от этой болезни. Мы желаем вам здоровья. Спасибо большое, Чингис Михайлович, за ваш ответ.